14 сентября все идем на выборы. Единый день голосования. Нужно обязательно принять участие в голосовании. Ну, конечно, главный вопрос для татарстанцев – это выборы Раиса Республики. Ну, у нас Рустем Нургалеевич. Почему мы не ищем других кандидатов и почему мы хотим поддержать его? Вот сколько дней в году он проводит в поездках, сколько раз в Москве бывает. Он находит время, даже с московской молодежью встречается. Его очень хорошо воспринимают. Он спокойно ходит по всем улицам, общается с людьми. И у нас ведь республика, он является президентом Республики Татарстан. Но мы, живя в Москве, все-таки хотим его видеть главным татарином, так сказать. Он главный татарин в татарском мире, который защищает татар, который наши татарские национальные интересы защищает, и по сохранению татарского языка, культуры, по завтрашнему дню, по школам, по общественным организациям, по институтам, по всем вопросам, направлениям, все-таки он всегда, надеемся, что будет отстаивать татарский язык, как и сегодня. В чем его уникальность и в чем ему еще надо подтянуться, да? Мы вот проводили здесь, значит, обсуждение. Вся критика у нас в прямом эфире. Есть там ряд пожеланий, которые мы ничего не вырезаем, все в прямом эфире. Почему мы за него голосуем? Вот. Все-таки риясас есть слово. Риясас, иманла, иман. Рухла, татарлык. Мы с удовольствием смотрим, как он бывает в мечетях, принимает участие в намазах, в курбан мероприятиях, в ифтар мероприятиях. Вот эту религиозную составляющую Татарстана, конечно, это одно. Но ведь он для нас раис, но ведь он раис еще для сотни национальностей и сотни народов Татарстана. И он бывает, вот мы встречались с ним на празднике, который проводят удмурты, праздник, который проводит Мордовия или Чувашия. Он везде бывает. Он понимает, что все национальности, все интересы надо соблюдать. Конечно, при нем очень изменилась обстановка и отношения с православными татарами. Они тоже составляют определенное количество, наверное, официально 50-70 тысяч, а на самом деле, наверное, даже 100-150. Вот, поэтому он это понимает. Многие люди, вот это вот православные татар, не совсем понимают это направление, это правильность выбора. Вот. Потом, значит, если разобраться, у нас в Татарстане живет очень много тюркских народов, очень много эмигрантов, очень много из Турции у нас работников. Ну, конечно, вот этот его прорыв – это экономический форум, это соревнования, это Татарстан был один до БРИКС, и после БРИКС это, конечно, совершенно другой Татарстан, другой подход. На чем деятельность Раиса Рустема Нургалеевича отражается на нас лично? То, что он задает планку. Он задает планку, уровень ответственности, уровень деятельности, уровень результативности для всех общественных организаций и руководителей. Вот мы, живя в Москве, пытаемся соответствовать, не ошибаться, не быть участниками каких-то там скандальных вопросов, быть выше обстоятельств и быть работоспособными. И самое главное, поскольку так получилось, что мы здесь продолжаем дело Табеева, Фиграта Ахмеджановича,
и занимаемся с молодежью, и у нас много, практически вся молодежь, которая учится в Москве из Татарстана, мы с ними общаемся. Мы задаем им вектор политики, и этот вектор политики должен быть правильный, он должен быть центристской. Мы должны разъяснительную политику с ними вести, и мы ее ведем. Вот взять последние 3 года. Люди не понимают. Многие еще учились тогда, может быть, в школе, а теперь в институте. Те, которые учились в школе в средних классах, уже заканчивают школу. Или молодежь. Что такое СВО? Какое назначение СВО? Какая это вынужденная мера? Вот поэтому мы должны соответствовать, Рустем Нургалиевич, должны быть форпостом политики Татарстана в Москве. С удовольствием приезжаем в Татарстан на мероприятия, видим, как меняется Казань, как меняется Татарстан. И какое все-таки в Москве уважение к татарам из Казани, из Татарстана. Это ведь все во многом политике и работе Раисы Республики. Желаем, чтобы хорошо прошли выборы. Одно дело выборы организовать. Второе дело их провести с хорошим процентом. И третье – потом работать. И вот в этой работе мы, общественники Москвы, должны поддержать вот эти начинания, и раис республики должен знать, что татары Москвы – это такой резервный, нетронутый потенциал, который можно еще более усиленно использовать для деятельности и для политики Татарстана, для достижения наших целей.